Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в выпуске. В Ливии опять развернулись ожесточенные сражения между правительственными отрядами и ИГИЛ. Комиссия британского парламента, между тем, опубликовала доклад, в котором говорится, что именно вторжение Британии в Ливию привело к полному хаосу в этой стране. Теперь же Ливия превратилась в абсолютно бесконтрольную территорию. Жители Кыргызстана решили в складчину купить оборудование для лучевой терапии. У государства нет на это денег. А единственный лучевой ускоритель для лечения рака из-за нагрузки приносит больше вреда, чем пользы. Это единственный аппарат на все 6 миллионов населения. Американцы привезли в Душанбе первый 3D-принтер. Пока на нем печатают только объемные копии статуи свободы и используют для пропаганды курсов английского языка. Американский уголок открылся, и мы очень счастливы. Скорость ветра супертайфуна Миранти над побережьем Китая превысила 370 км в час. Реки вышли из берегов, города погрузились во мрак из-за массового обрыва проводов. А в городе Фуджоу по улицам ветер катал гигантскую луну. Российские военные спасли от гибели белого медвежонка. Он потерял мать и долго бродил один среди льдов. Комиссия британского парламента опубликовала доклад о вторжении Великобритании в Ливию в 2011 году. Доклад оказался очень жестким. Как утверждают члены комиссии, бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, принимая решение о вторжении в Ливию, опирался на недостоверную разведывательную информацию и преувеличил угрозы гражданскому населению со стороны режима Каддафи. Это привело к полному политическому и экономическому краху Ливии и вызвало хаос в этой стране. Парламентарии также считают, что Кэмерон несет прямую ответственность за беспрецедентный поток беженцев в Европу. До начала военной интервенции в Ливию ее президент-полковник Каддафи контролировал всю территорию страны. Это значит, что он мог бы договориться с Европейским Союзом или Великобританией о контроле над потоками мигрантов, отправляющихся с побережья Ливии. Он ведь все равно их контролировал. Теперь же Ливия превратилась в абсолютно бесконтрольную территорию. Там действуют различные группировки, в том числе занимающиеся контрабандой людей и связанные с вооруженными группировками, которые таким образом зарабатывают. По сути, мы получили магистральный канал из центральной, западной и даже восточной части Северной Африки. Они сажают людей в лодки, которые доходят до нейтральных вод, где их и подбирают различные миссии Евросоюза, действующие в 3 милях от берега Ливии. Напомним, что британская авиация первой нанесла удары по правительственным войскам Муаммара Каддафи, что позволило повстанцам свергнуть, а впоследствии зверски убить ливийского лидера. В британском докладе утверждается, что Кэмерон и другие главы западных стран чрезвычайно легкомысленно отнеслись к составу ливийской оппозиции, среди которой преобладали радикальные исламисты, что укрепило позиции ИГИЛ и Аль-Каиды в Ливии, где по сей день продолжается кровавая гражданская война всех со всеми. Тем временем в Ливии опять развернулись сражения между проправительственными отрядами и армией боевиков ИГИЛ, которые по-прежнему контролируют значительные территории, в том числе нефтепромыслы и нефтяные порты. Вы видите кадры Рейтер. На них боевые действия в городе Сирт, который уже в течение нескольких месяцев наступления не может полностью взять под свой контроль армия ливийского правительства. Настолько ожесточенное сопротивление оказывают боевики. А это уничтожение снарядов и мин, которые оставляют после себя боевики. Только в одном из освобожденных районов саперы обезвредили скрытых взрывных устройств общей мощностью 200 тонн в тротиловом эквиваленте. В Сирии 4-й день сохраняется режим перемирия. Однако из-за разногласий враждующих сторон практически полностью остановилось поступление гуманитарной помощи в город Алеппо. Грузовики ООН, переехав турецко-сирийскую границу, остаются на нейтральной территории из-за опасения обстрелов и угроз радикальных повстанцев. Пока переговоры с отдельными полевыми командирами к результатам не привели, а почти все западные телеканалы передают информацию о том, что гуманитарные конвои, выехавшие в сторону Алеппо в первые часы перемирия, пока так и не довезли свой груз до наиболее нуждающихся в помощи районов. Между тем, жители Алеппо и других городов радуются даже тому, что уже несколько дней их никто не бомбит и не обстреливает. Что касается боевых самолетов, их уже не было в течение 2 дней. Мы мирные жители. Теперь можно, не опасаясь за свою жизнь, сходить к нашим родственникам или друзьям.
Вы видите, люди расслаблены. Когда летали самолеты, улицы всегда были пустыми. Но теперь все ходят, дети играют на детской площадке, они счастливы. Правда, рынки пока еще не работают, как должны. Нет ни покупателей, ни продавцов. Мы счастливы, что это Айт и не падают бомбы. Пока перемирие, мы можем пойти покачаться на качелях. Вы видите те кварталы Алеппо, которые еще недавно подвергались самым жестоким бомбардировкам. Официальный представитель Госдепартамента США заявил, что принято решение продлить прекращение огня еще на 48 часов. И есть надежда, что 7-дневный срок первого этапа перемирия будет выдержан, после чего Америка и Россия приступят к реализации дальнейших согласованных шагов. Госсекретарь Керри поговорил с министром Лавровым сегодня. Они обсудили ситуацию и согласились с тем, что договоренности работают. И в целом насилие значительно ниже в сравнении с предыдущими днями. Я бы хотел сделать просто объявление, что во время беседы было решено продлить прекращение огня еще на 48 часов. В Кыргызстане начинаются самые масштабные в истории республики военные учения стран Шанхайской организации сотрудничества. В республику уже прибыло более 300 единиц боевой техники, больше всего из России. Это бомбардировщики Су-24М, самолеты-разведчики Су-24МР и вертолеты МиГ-24. Учения будут проходить в течение недели на берегу Кыргызского озера Иссык-Куль. Организаторы учений называют их антитеррористическими. Официальное же название маневров – «Мирная миссия-2016». Помимо России и Кыргызстана, в учениях примут участие военные из Таджикистана и Китая. Как сообщается, активная фаза мероприятия начнется на следующей неделе. Всего в маневрах будут задействованы более 2000 военнослужащих. В Кыргызстане начался сбор средств на покупку аппарата лучевой терапии. Сейчас на всю 6-миллионную страну всего один современный аппарат, подаренный МАГАТЭ в 2008 году. В объявленном сборе средств участвуют только активисты и неравнодушные жители страны. Власти заявляют об отсутствии денег для онкобольных и тратят десятки миллионов долларов на более важные, по их мнению, проекты. По статистике, в прошлом году в республике от рака скончались более 3000 человек. Шавкат Тургаев продолжит. Здесь вот больная по поводу заболеваний молочной железы. Все мы знаем, что эта патология лечится комплексно. С каждым днем врачу-радиологу Рахату Аралбаеву все сложнее лечить онкобольных. Пациенты едут к нему со всей страны, чтобы пройти лечение на современном аппарате лучевой терапии. Используют его на полную катушку. Под его целебными лучами оказывается до 200 человек ежедневно. Мы прям дорожим так вот этим аппаратом. Стараемся меньше на него делать нагрузки, потому что если он встанет, это будет большая беда для всего Кыргызстана, потому что это единственный аппарат на все 6-миллионное население. Аппарат Терабалт предоставила в дар МАГАТЭ в 2008-м. Прежде в национальной онкологии использовали АГАТЭ с 1987 года. Из-за бесконечных очередей его, физически и морально устаревшего, приходится эксплуатировать и сегодня, но зачастую вреда от него даже больше, чем пользы, признаются сами врачи. Естественно, снижается и качество лечения, естественно, и эффективность лечения. Не все больные, вместо того, что 2-3 лежат 15-20 минут, это морально для пациентов тяжело, да, испытывать вот это все давление. Чтобы удовлетворить нужды населения республики, по оценкам специалистов, необходимо порядка 20 линейных ускорителей, но у государства денег нет даже на один. Глава фонда «Помогать легко» Динара Аляева весной этого года запустила национальную кампанию по сбору средств на оборудование. Она считает, что если каждый кыргызстанец даст по $1, то этого как раз должно хватить. Просто стоять и смотреть, как тысячи и тысячи людей, среди которых дети, умирают, просто потому что у нас нету нормального оборудования в стране. Это неправильно. Если мы сможем собрать деньги и купить этот аппарат, он будет служить очень долго и спасет тысячи жизней. На сегодня из необходимых $3,5 миллионов удалось собрать чуть более 13 тысяч. Но Динара рук не опускает. К кампании уже подключились некоторые знаменитости и активисты, но только не власти. Прошли недавно игры кочевников. Мы очень гордимся этим событием, как кыргызстанцы, что о нас узнали. Но в то же время мне сейчас очень стыдно писать обращения в различные международные фонды, различным меценатам и просить у них $3,5 миллиона
Зная, что месяц назад, 2 месяца назад наше правительство на один только ипподром затратило там около 20 миллионов долларов. По официальной информации, в 2015 году от онкологических заболеваний в Кыргызстане скончались 3414 человек. Первично выявленных более 5000 граждан. И эти цифры с каждым годом только растут. Шавкат Тургаев, Азат Антымаков. В настоящее время Бишкек, Кыргызстан. В Душанбе после реконструкции открылся вновь так называемый американский уголок. Главным новшеством стал 3D-принтер. Пока на нем печатают копии статуи свободы и используют для рекламы курсов английского языка. Посмотреть на американские подарки в первый же день открытия собрались сотни молодых людей. Репортаж Анушервона Арипова. На этом 3D-принтере можно напечатать все, что угодно. Например, маленькую, но точную копию статуи свободы. Для этого достаточно скачать изображение из интернета. Такой подарок правительство США сделало для студентов и школьников, которые посещают американский уголок, открывшийся после реконструкции в Душанбе. Аппарат должен помочь посетителям в учебе и подготовке различных проектов и макетов. Посмотреть на второй в стране 3D-принтер и единственный, к которому есть доступ у всех желающих, пришли десятки человек, в том числе и посол США в республике. Наши волонтеры сейчас учатся на нем работать и будут потом сами учить посетителей моделировать и печатать на принтере. Принтер не единственное новшество в столичном американском уголке. Сам уголок теперь сделан в стиле хай-тек и оснащен новейшим оборудованием, компьютерами и учебными материалами. У нас очень большой выбор литературы, дисков. Все, кто приходит сюда, имеют к ним доступ для получения образования и подтверждения своего английского языка. Здесь узнают, как получить стипендию и образование в других странах, таких как США. У нас теперь есть много аймаков и айпадов со свободным доступом к интернету. Все посетители могут использовать макбуки и айпады. От желающих изучать английский язык в американском уголке в Душанбе нет отбоя. Сотни студентов и школьников приходят сюда ежедневно, чтобы записаться на бесплатные курсы, получить доступ к учебным материалам и литературе на английском языке, узнать, как поступить в вуз в США и просто пообщаться. По словам сотрудников посольства, нововведения привлекут сюда еще больше молодежи. Я частенько посещаю этот уголок, потому что здесь собираются в основном молодые, креативные, талантливые ребята. И плюс еще в том, что они говорят на английском. Просто уже максимально сблизилось все с Западом, к Западу, поэтому, думаю, здесь будет с двойным удовольствием время проводить больше. Всем здесь нравится. Американский уголок открылся, и мы очень счастливы, что у нас есть такое классное место, чтобы учить английский, изучать другую культуру и традиции. Всего в Таджикистане на сегодняшний день действует 7 американских уголков. В прошлом году их посетили порядка 500 000 человек, которые хотят изучать английский язык и получить качественное образование, что позволит трудоустроиться и на родине, и в других странах. Анушервон Арипов, Насим Исамов. В настоящее время. Таджикистан. Далее в программе. Скорость ветра супертайфуна Миранти над побережьем Китая превысила 370 км в час. Реки вышли из берегов, города погрузились во мрак из-за массового обрыва проводов. А в городе Фуджоу по улицам ветер катал гигантскую луну. Российские военные спасли от гибели белого медвежонка. Он потерял мать и долго бродил один среди льдов. Супертайфун Миранти второй день бушует над Китаем. Скорость ветра превысила 370 км в час. Этот тайфун уже назвали самым катастрофическим в этом году. Все реки на китайском побережье вышли из берегов. Улицы городов залиты водой. Уничтожены сотни линий электропередач. Несколько миллионов человек остаются без связи и света. Вы видите то, что сейчас происходит в Китае. До этого супертайфун свирепствовал на острове Тайвань, где до сих пор не могут справиться с его последствиями. По самым скромным оценкам, 700 000 человек на Тайване до сих пор не имеют связи с внешним миром. Подобный по силе тайфун на Филиппинах убил в прошлом году почти 10 000 жителей Филиппинских островов. А это кадры из китайского города Фуджоу, где ураганный ветер сорвал гигантский воздушный шар в форме луны. Шар катается по улицам, подминая под себя автомобили и скутеры. Жители города пишут в соцсетях, что на них упала луна, а их соотечественники считают, что эта фраза является символом того, что сейчас происходит в прибрежных районах Китая.
Украина получит третий транш международной финансовой помощи в размере $1 миллиарда. Такое решение принял в среду Совет директоров Международного валютного фонда. Украинский президент Петр Порошенко считает, что таким образом мир признал, что его страна успешно справляется с реформами и находится на правильном пути. Подробности в репортаже Рейтер. Мир признал, Украина на пути перемен, убежден Петр Порошенко. Подтверждение этому президент увидел в среду. Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение Киеву третьего транша финансовой помощи в размере $1 миллиарда. Россия была единственной страной, проголосовавшей против этого решения. Москва считает, что Украина не выплатила ей кредит, выданный во времена президентства Виктора Януковича. Украинские власти настаивают на реструктуризации долга, считая его коммерческим, а не государственным. И как ни парадоксально, резолюция фонда посылает сигнал агрессору, который пытался поставить нам палки в колеса даже на заседании Совета МВФ. Попытка России изменить решение фонда о предоставлении транша провалилась. Кремль проиграл в этой операции. Реформы делают нас сильнее. И в то же время укрепляется наша способность противостоять внешней агрессии. В среду в Киеве о поддержке Украины от имени правительства Соединенного Королевства говорил Борис Джонсон. Глава британского МИД, занявший этот пост после референдума о Брексит, заверил Порошенко, предстоящий выход из Евросоюза никак не повлияет на позицию Лондона по отношению к ситуации на Украине. Мне очень приятно, что одна из моих первых поездок по роли министра именно на Украину. Это величайшая несправедливость, что Украина стала жертвой такой непростительной агрессии. Я хочу, чтобы вы знали, правительство Великобритании на 100% настроено продолжать оказывать давление на Россию. Джонсон пообещал, что санкции в отношении Москвы сохранятся, невзирая на новый статус Великобритании. По его словам, Соединенное Королевство остается большим игроком на международной арене. И неважно, в составе Евросоюза или нет. А на востоке Украины, где все последние месяцы не утихали бои, наметились признаки некой стабилизации. Обстрелы почти прекратились. Уже несколько дней нет информации о потерях. Министры иностранных дел Германии и Франции, прилетевшие в Киев, заявляют о надежде на мир и возвращении к переговорам в минском формате. Immer wieder standen wir in diesen letzten Monaten an einer Wegscheide. Immer wieder ging es darum. Мы оказались на распутье в последние месяцы и увидели, что достигли своего рода тупика. Но теперь, по крайней мере, у меня есть маленькая надежда. И она основана на том, что нам удалось наконец-то достичь соглашения о прекращении огня в начале школьного года. Это очень хрупкое перемирие, и оно не является окончательным. Но у нас есть хоть какая-то надежда. Говоря о вопросах безопасности, я хотел бы отметить, что важный этап ожидается на следующей неделе. Это должно укрепить наши достижения и может принести некоторую надежду на проведение саммита на самом высоком уровне. Я говорю о подписании и выполнении соглашения о выводе войск в 3 зонах. Я не буду упоминать все детали этого соглашения, но я подчеркиваю, мы ожидаем, что все стороны будут прилагать необходимые усилия для достижения безопасности. В Литве разгорелся скандал вокруг конкурсных закупок для армии. Злоупотребления при проведении тендеров, скорее всего, будут признаны самыми крупными хищениями в истории страны. Литовское министерство обороны закупало у частной фирмы столовые приборы по цене, которая в 8 раз превышает рыночную стоимость. Сейчас под подозрениями министр военного ведомства, глава Генштаба, генпрокурор и депутаты правящей партии, которые одобряли эти расходы. Репортаж Дениса Тарасенко. О вероятной агрессии со стороны России литовские власти непрерывно говорят последние 2 года. Возвращен обязательный армейский призыв, закупается дорогостоящая военная техника, для населения даже печатают брошюры о поведении во время военных действий. Но главное, оборонный бюджет семимильными шагами приближается к заветной отметке в 2% от ВВП, как этого и требуют стандарты НАТО. В следующем году он составит 725 миллионов евро, а это уже 1,77% от ВВП. Выводы государственного аудита имели эффект разорвавшейся бомбы. Кухонные принадлежности Минобороны Литвы закупала по 8-кратной цене. Проверка, проведенная службой публичных закупок в системе Министерства обороны с 2006 по 2016 годы, вскрыла системные проблемы в министерстве. Отдельные скандальные истории остаются отдельными, но, к сожалению, повторяющимися.
Доска для резки 180 евро. Стоимость такой же в магазине 28 евро. Нож для хлеба за 142 евро. Хотя от этого же производителя его в обычном магазине можно купить всего за 13 евро. И так со всеми приборами. Поставщик всегда один и тот же. По странному стечению обстоятельств, в последние годы он выиграл порядка 50 конкурсов на общую сумму в 30 миллионов евро. В нашем выводе констатируется, что договор никчемный и не может считаться действительным, и наш вывод имеет юридическую силу. Такие закупки Министерства обороны недопустимы по закону, тем более, что законодательство не предусматривает возможности для воровства, наоборот. А когда при публичной закупке цена продуктов в 8 раз выше, чем в магазине, это откровенное ограбление жителей Литвы. Правящие социал-демократы контратакуют. Якобы они сами обратились в прокуратуру с просьбой проверить подозрительный конкурс. Но дело замяли сами прокуроры, не найдя состава преступления. Генпрокурор подчиняется напрямую президенту. Его вызвали в парламент, чтобы задать вопросы. Почему проверку конкурсной закупки не расследовали до конца? Прокурор в Сейм не пришел. Членам парламента нашей фракции возникает очень много вопросов. Очень много совпадений. Манипуляция цифрами, величинами. И, конечно, у людей создается кошмарное впечатление о том, что тут происходит в армии. Поэтому он должен был развеять эти наши сомнения и вопросы, просто ответить на них. Президент Дарья Грибаускайте потребовала личной ответственности министра обороны и его отставки. Скандал стал мощнейшим ударом по имиджу армии страны. Своей отставки не исключает даже командующий вооруженными силами. Если возникнет лавина, которая приведет к массовому возмущению и презрению в армии, а также к обвинениям в публичном пространстве в том, что я разрушил имидж вооруженных сил, я подам в отставку. Лавина действительно обрушилась. В обществе уже засомневались в покупке у Германии вот этих броневиков «Боксер», за которые Минобороны решила выложить более 385,5 миллионов евро. Или строительство этого городка неподалеку от Вильнюса для отработки навыков боевых действий в городских условиях. Студенты маршируют по улицам с поварешками, повторяя многочисленные фотожабы в интернете. А одна из известных в Литве художниц, Юлита Вайткути, из позолоченных столовых приборов создала портрет министра обороны. Выложенный таким образом Йозас Оликас, наверное, еще никогда не оценивался так хорошо, в 8 раз лучше. Такой записью сопроводила она свое творение. Денис Тарасенко, «Настоящее время», Вильнюс, Литва. Белые медведи на несколько дней заблокировали российских ученых на метеостанции на острове Тройной в Арктике. Около 10 хищников съели у полярников почти всех собак, а из-за отсутствия специальных отпугивающих средств ученые не могли не только производить измерения, но и попросту выходить за пределы помещений, в которых они держали оборону. А в другой части Арктики, на острове Шмидт в Карском море, российские военные спасли белого медвежонка. Семимесячный белый медвежонок в августе забрел в поселок на острове Шмидта в Карском море. Жители поймали заблудившегося детеныша, построили ему загон и позвали военных. На призыв откликнулся лично Сергей Шойгу, говорят в Министерстве обороны. Эти кадры ведомство опубликовало в среду. 25 числа в районе поселка Рыкапи был обнаружен данный медвежонок 7-месячный. После чего было доложено на вышестоящий штаб. И дальнейший по приказу министра обороны был выделен вертолет Ми-26 и самолет Ан. Сейчас детеныш находится в питомнике Московского зоопарка в Волоколамске под присмотром ветеринаров. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте KarenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.